Это ты запивай. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Ла-л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 а. Да, ой, бо-бо-бо-бо, миньян бо-бо. Так, яичница готова. Яичница готова, и это радует. Да, С утра чай. по щучьему велению, по моему хотению, да? Да. Печка, приготовь яичницу. Хоп, и все готово. Вот и утро настало. И смотри, и рыбу кто-то принес нам, подкинул свинью. О, Да, вот блин. вот она рыба. Ну, надо же под окном, чтобы заметили. Это, Мерзнет. да. А ерши-то, ершище. Это, конечно, он. Все у нас 3. минус. А, уже уже минус 2. 2,9 уже теплеет. А Надо, было 3,3. надо рыбу мешок спрятать. В 5 часов было 3,3. Вот сегодня не 36, можно и на улице мыться. Я и в 36 на улице моюсь. Минус. Водички тепленькие добавляю немножко, чтобы не примерзал. Где еще такой умывальник? Да, пожалуйста, все удобства. Да, благоустроенная квартира. Да. Это коммунальная. Хочешь кран больше открой, хочешь меньше. Да, подача регулируется. Ай, красота. Тебе хорошо, ты можешь и голову, волосы назад зачесывай. Коммунальный хоть за эту воду не берет. Да, ты вот сейчас покажешь это, и коммунальник, Налог ведет. конечно, это же что, это вода государственная. Да, природная вода, вы ей пользуетесь бесплатно? Конечно. О, свежо, как заново родился. И я тоже хочу родиться. Красота. Ляпота, тишина, Тишина, птички поют, весна наступила. вообще. Чем не рай, да? Вообще прекрасно все. Такие говорят, что рай это на земле. Рай в лесу. Да, в тайге, вот. Красота какая, деревья вообще, блин. Ой, шапка падает. Высота. А прикинь весной это, листочки Да, появятся. тут все. Ой, красота. Вообще красота, вот. Вон крышу покажи, что она растаяла. Ага, Что скидывали да, в прошлый раз. вот половина скинута, ну, с крыльца, чтобы не провалил, а там-то Растаяла. сойдет. Наполовину уже растаял снег. Ну да, ляпота. Пойдем завтракать. Уху, надо доесть. Конечно. Вон Алим, да? Вчера даже не доели. Конечно. Неделю можно есть. Спят курганы темные, солнцем опаленные, и туманы белые ходят чередой через рощи шумные И поля зеленые. выйдет в степь Донецкую парень молодой. Через рощи шумные и поля зеленые выйдет в степь Донецкую парень молодой.
Так, ой-ой. Там на шахте угольной паренька приметили, руку дружбы подали, повели с собой. Девушки пригожие тихой песней встретили, и в забой направился Хлопец молодой. Девушки пригожие Парня тихой песни встретили, и в забой направился парень молодой. Как это в запой? Дни работы жаркие, на бои похожие, в жизни парня сделали поворот крутой. На работу славную, на дела хорошие, вышел в степь Донецкую хлопец молодой. На работу славную, На дела хорошие, вышел в степь Донецкую парень молодой. Все, присаживаемся. Молодец! Бис! Бис! Геннадий, бис! Что, Геннадий, а Иван Григорьевич? Я помощник. Аккомпаниатор. А, Так, ну что у нас, где ложки? Ложки. Вот. Ложки, кружки. Ложки, все на месте. Так, с яичницей или уху? Уху. С яичницей уху. Да, можно, потому что Уху ели? будем есть. Вот сюда плеснем. Плесканем. И это, нам бы еще батонадзе. Батонадзе. А что, хлеб не будем резать? Батон будем? А, не утро же. А, ну Хлеб утро. вечером. Да, ладно, это батон нарезем. Все равно. Щас, Батон нарезной, значит его надо нарезать. конечно, так вот. Курочка батонная О, с пленочкой ну, это, покрытая. ну, это в целях, Оборона. как говорится, Предохранение. санитарных норм. Все вот так и делается, чтобы теплое. Не, сильно горячую не надо. Не рекомендуется сильно горячую. Минздрав Предупреждает. сильно горячее не рекомендуем. Нет, Чё? не рекомендуют. Что, высыпать, да и все, Да да? высыпай, да и вон на тряпочку, на тряпочку. Тряпочка зеленая, а уха ядреная, А, а налимчик. значит, теплое. Вот, да? Вроде налим не крупный, а всю Вот. семью накормил. Давай, кидай, войдет. Не войдет, Наверно. не войдет, не войдет, Ну-ка, не войдет. хвостяра. Не войдет, не Пошел. войдет. Все. А, хлебать надо. Дай вторую тарелку, туда рыбу сложим. О. Минуточку. Все, вот. Так. Вот, Так. Вот тот тоже. А вы думали? Ну. Там ничего нету, да? Нет, Машинных какашек нету? нет, тут вон мышеловка пустая. А, кстати, Иван Григорьевич еще одну мышку поймал. Последняя, наверное. Уже в эту ночь тишина. Там разведчик пришел, как там, что там, зима прошла, не прошла, голод прошел, не прошел. И тут, о, да тут сыр, Ага. бесплатный. А я, да, сыр положил. Пусть думает. И, пожалуйста, так не знаю, блин, все ищу по газетам объявления, где принимают пушнину, блин. Так-то можно Ой, было- что там только не говорили про эти нахрен мышей, 13 мышей-то, что поймали мы, Уже там было рядом лежали, 14. а сажали все. А уже 14, да. Да, а птички тоже ж кушать хотят. Ну что, приятного аппетита. Да, И давайте.
И потом на работу славную, на рыбалку славную, за поклевками красивыми выйдут на просторы печорские парни молодые. Совсем молодые. Да. Там налимо приметили. И встретили. И крючок поставили червячком. Прямо на фарвартере. Что видим, то и поем. А как? Батон надо быстрее, уже киснуть начал, да, нет? Нет, сладкий еще. Да, да, как этот казах едет тоже, или монгол едет и тоже, что видит там, ага, телеграф на столбата, вижу мост вижу, о, шел верблюд за верблюд по мосту, один другому наступил на хвосту. Песни. Да. Надо, это с одной струной надо такой, как он называется этот? Мелкий Генка в садике еще был. Сейчас он 2 класс учится, это получается года 3 назад, наверное, да. 6 лет ему было. Какую же он песню ко Дню Победы исполнил? Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. А он еще, ему переводчик же нужен, как он исполняет. Он много не выговаривает. Так давно, нам было просто не с тобой. И то губки вытянет с тобой. Мы пол Европы, папа, Туньки, папа, Каи. И завтра, наконец, последний бой. Ну, не сумею, конечно, как он. Но слово в слово, как бы по-своему, на своем языке, но эти 3 куплета, наверное, все спело. Сейчас прошел год, наверное, что-то 9 мая наступило, вот в прошлом году. Я говорю, Генка, ты так красиво, говорю, на 9 мая эту песню исполнил. Папе, говорю, так понравилось, говорю. Давай спой. Пап, ну перестань. Уже знаешь, я же 1 класс, уже не садик, какие песни могут быть. Потом я говорю, Ген, что-то начал, и все уже, не помнит. В садике запомнил, и научили его, получается, и так четко. У меня внучка тоже вот сейчас в садик, 5 лет, тоже какую-то военную песню. Пошили ей гимнастерочку маленькую, все, пилотку и какую-то песню там тоже. Поет. Я даже... Что-то не это. Тепло. Не по-детски. Придется опять успокоитель сунуть. Они пусть это больше не сувают. Так оно наоборот потухнет, хоть жар снимет. Ну это вон. Пока догорит, так и как раз будет нормально. Да горит оно жарко будет, а береза как раз потушит его. И вот эту чурбанцию, Да. и она не лезет она сучками. Маме сликатыры манули слитыры снег. Ну все. Ой, хорошо-то как. Ну что, друзья, ладно. Так, в общем, завтракаем. И сегодня мы что делаем? Едем на озеро. Да. Берем живцов, если они не подохли еще. Я вчера забыл занести. Ого! Живи! Живее всех живых! Вот это целительная вода расюнская. В общем, берем живцов, едем на озеро.
Печорскими поклевками мы вчера сыты. До обеда пробуем на озере, приходим, обедаем и потом просто сходим на Печору, снимем урожай, что там, Да. что нам Бог послал. Бог послал, да. А ждать поклевок пока еще рано. Вроде бы и весна уже, но, как вы сами видели, Свежей воды мало, не попало. нет активности у рыбы, она очень осторожная. Есть какой-то, видать, промежуток времени, а когда он Да. рано утром, на рассвете, по крайней мере, вечернего клюва не было, но 2 сика все-таки клюнуло. Так что сегодня у нас будет рыбалка на озере. Что, друзья, вот мы и на озере. С одним корытом сегодня пробились. Но здесь нас ждет вот такая некрасивая картина. В общем, друзья, наледь. Много воды. Небольшая корочка наста есть. Будем пробовать пробиваться. А у меня, видишь, это дышло не закреплено. Может корыто пройти, а это провалиться может. Не зафиксировано. Ладно, попробуем. Что получится, то получится. Блядь, я думаю, что орешь? Вот это трактор. Льду, по снегу надо. Ну? По снегу не провалится, а там, блядь, чуть корыто не набрал. Ты не... Это тряхнуло, как сработало, блядь, клюнуло. Ты не намочился хоть? Нет, вроде. Нет, ты это видел, да? Вот это трактор. Воды вот столько, блядь. Это подводная лодка. Да я сам смотрю, у меня корыто чуть не затекло. Первое провалилось, и он пошел, блин. Ой, бля. Вот это да, молодец. Ураган, я тебя люблю. Это... Этот, блин, буран бы там все писал. Он весом этот, ты считай, провалился под лед, блин. А тут ведь раза два тоже проваливались, да? Да. Когда ехали, я слышу, жих, жопа приседает, блин. Да, но у меня провалилось. Спасибо производителям урагана за такую технику. Это просто фантастика. Это просто красота. Вот Сейчас, правда, не знаю, как обратно поедем. Целый час днем припечет. А мы по нафту вот поедем. Вдоль леса, по снегу надо. Ну, нормально, все здорово. Все, приступаем к рыбалке. К работе. Друзья, вон оно. Вот.
чудо. Вот оно счастье рыбака. Представляете, вот, пробурил первую лунку, я вот начал буриться по старым лункам, сильно лед не замерз, сантиметров 10 где-то. Иван кричит, вот она на пустую блесну. Самодельная блесенка у меня. Вот простая блесна. И на нее без ничего просто берет. Второй окунь. Это значит, не зря мы тогда бурили лунки, наверное, кислороду им затолкали полную задницу. И она теперь активная. Так что приступаем к рыбалке. Достаю тоже свою блеснилку сразу же. Ну, может... Вот он. Вот она. А ты говорил, ты это озеро рыбой не кормит. Так, а где моя блеснилка? Это розовый пакет. Куда я дел его? Может на этот, на балансир будет брать. Да балансир, подожди, а куда я этот дел пакет-то свой? Ладно, достану с кана блеснилку тут. От Михаила Пантелея подарок. Опа, есть. Вот она. Если она блесну берет, а тогда мы упрашивали ее капитально. Хорошо берет, блин. Красота, да? А? Красота? Да ты че, так ловится как положено за верхнюю губу. А ты говорил, тебя озеро не любит, Да, тебя... не, сколько приезжал, я же ничего тут не поймал. Значит, и щука должна активироваться. Конечно, все должны ходить. А у меня без поводка. Раз, У меня тоже без поводка. Ну ничего, два, не вперед. Гена без поводка. три. Я сказал щуке, что у тебя без поводка. У меня нету. 4, Смотри, нету здесь. Оп, есть. Смотри, 5. смотри, вот хороший. Вот, красавелла. Товарищ. Ай. 6. Смотри, здесь нету. Смотри, какой товарищ. Ух, блин. Здесь Это нет. Уже у меня уже удовольствие. Глубиной. Не надо упрашивать, да? Да. Подкинул пару раз, постоял. Так, здесь, наверное, должна быть. А если червя еще поставить? То вообще будет. Один крупняк будет. А у меня что-то нету здесь. Да, промазал. Он промазал. Оп, есть. У меня маленький, жерличный. Все, пошла мазута. Смотри, как же. Промазывает. Так, а жерличный, где у нас ведро жерличное это? Вон, на корыте. Жерлицы надо будет обязательно поставить. Конечно. Только как ставить жерлицы при таком клеве, да? Да. Как поставить жерлицу? Как поставить жерлицу при таком вот клеве? Как поставить жерлицу, скажи? Я блесну закину окуня, Ну, за бороду даже где-то его. достану. Нравится мне такая рыбалка, да? Да. О, да, тут и развлечешься. Вот раз сверху кидаешь вниз, остановил. Тык. Опа. И меня пошло, у меня только размер поменьше. Сейчас подойду. Чернявенькие. Смотри, как жадно берет за все 3 клыка. Крупнее, да? Да. О. Ой, блядь. Ну, блядь. Да, блядь, пиздюк. Мог бы поймать, но надо порезче. Крупный был. Да я видел и по натяжке-то. Ну, был крупняк. Ну, блин. Так, Сошел в это. поставлю-ка я эту жерлицу сначала сюда, лунка готовая. Молчишь. Я ее не вижу.
Дохлый карась бы... Во-во-во-во. Вот ушло, да. Во-во-во. Кусок карася. Во. Ну все, давай, сиди. Опа. Тихо. Давай, лезь. Опа-на! Янцикадан. Вот кусок карася. А ты говоришь, что у тебя живых нету? Пол карася и вот такая красавица. Ах, Янцикадан. Ну вот это мне уже нравится. За это надо выпить, Григорьевич. Положено. Положено. Янцикадан. Умничка. Ну все, надо ставить жерлицу, Вань. Я думаю, что, блин, это не клюет. Перестала, да? Да, она тут... О, полное брюхо у него уже окуней. Ну, Янцикадан. Вот, друзья, здорово. Половинку плотвы вот закинул, половинку, вот половиночка. Григорьевич по дороге. Лишнее отдавил. Да, вон. Вон, друзья, и такая здоровская щука. Красавица. Красивая щука, вообще обалденная. Цветная. Круто. Янцикадан. Вон, друзья, щуки здесь интересные расцветки очень. Желтовато-оранжевого, красного, некоторые даже красного цвета. И вон, как я вам говорил, видно, не видно, попала она на карася. Не на карася, на плотву, который я привез с прошлой рыбалки за несколько десятков километров. Не зря все-таки тащил их. Даже пол плотвы и то сработало. Вот так вот. Янцикадан. Мне это нравится. Смотри, на что, Иван, я буду сейчас ловить, Иван. Ратлин. Ратлин. Попробуем. Если щука есть, может хапнет. Пройду сначала так. Потом уж буду жерлицу выставлять. Что-то мне понравилось это все. Пробую на ратлина, друзья. Буквально 5 подкидываний каждой лунки. Раз. 2. 3. 4. 5. Он пробурил по старым лункам, прошелся, где стояли жерлицы в прошлый раз, что мы вставляли. Раз, два, три, 4, это 5. И там еще 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 штук, 20 лунок есть. Сейчас быстренько пройдусь. И потом уже поставлю жерлицы. Потому что не зря мы в прошлый раз, получается, приезжали. Не зря бурили. Видать, кислород в воду попал, рыба активировалась. Или просто подошло время. Одно из двух. Но, по крайней мере, видно сразу, что рыба стала намного активней. Даже вон половинку плотвы и то она взяла. Сейчас посмотрим, кто-нибудь раздраконится на ратлина или нет. Раздразнится. Будет удар, не будет. В принципе, я на этот ратлин как-то в декабре ловил даже окуней на лесной речке. Ладно, пока включаемся до первой поклевки. Друзья, у нас опять сработка. Вот, крутит. Да. Вот оттуда, где щука попалась, передвинул буквально на 7 метров. И опять сработка на ту же половинку. На, вот так вот держи. Вот так вот. Вот так, да. Сейчас посмотрим, что у нас на этот раз получится. Петр Павел, дай нам еще. Так а куда же она денется? Давай, она пошла свободная. Она там сидит. Не отпустила. Да? Угу. Долго хотели. Надо было Вот. подсекать. Блин. Надо было подсекать. Да, вот когда... Когда крутила, надо. В тот раз же подтек, она выплюнула его. Коза. Зато сняли. Да. Зато сняли. Вон сколько. Да, раскрутила метра 3. И плюнула, блин.
Беда. Бывает и так. Ничего, придет. Придет, куда он денется. Так. Ратли набрать не хотят. Блесну тоже, что-то тоже, видать. Время клёва прошло. Вон сколько, штук 15, наверное, выдернули. Был сход щуки на жерлице вот там. В общем, достал, друзья, 100-рублевую мормышку. И одного окуня уже я выдернул. Или здесь щука опять подошла, которая ушла, расшугала. Но что-то то-то не то-то. Что-то тут не то-то. Что, мормышка ровно 100 рублей? Да. 100-рублевая мормышка. Не... Питеры такие по 20 рублей. Наверное. Мне в комментариях пишут, типа, это не мормышка, это гвоздекубик какой-то. Какой-то кубик он. А, ну кубик там, да. Ну, у меня есть тоже эта мормышка, фонарик называется. Фонарик, светофор. Не хочет, да? Вот пришли вроде так это... Активный был окунь. Время, может, утреннее проморгали. Да не, мы тогда, когда пришли первый раз сюда, вообще приехали где-то в 12 дня, наверное. Мы за 3 часа по черному пакету каждый натаскали этих окуней. Тут очень интересное озеро. Оно может вообще тебе рыбы не дать. А может дать столько, что еле унесешь, блин. Да, может не дать. Пока вот тишина. Я думал, мормышка будет рулить. Одного поймал сразу. Ну вот. Уже третья лунка пустая. Так, жерлицы я поставил. Свои 10 штук. Что было? Пробурил все лунки, что в прошлый раз бурили. Где-то нашел, где-то пришлось по новой бурить. В общем, решил прогуляться с блесной. Поклевки нет-нет, да. Бывают. Но не так, как утром, как пришли. Походу, сюда надо приходить рано-рано утром. Опа, Григорьевич перешел на мормышку тоже. Вот такой вот средний окунь с ладошку. Ой-ой-ой, с ладошку. Жерлицы пока молчат. Главное, сначала только поставили, сразу была сработка, затем сразу последовала вторая. На пол плотвы, на одну и ту же половинку. Теперь поставил и плотвичек живых, и окушков мелких перемешку 50 на 50. А Григорьевич потихонечку дергает тоже. Но не крупный окунь такой. Мелкий и средний берут. Крупный один, наверное, или два Григорьевич поймал крупных. Хотя крупный окунь здесь тоже есть. Оп, сход. Он что-то выеживается пока. Видать, не время. Мормышку бы, может быть, брало и лучше, но играю блесной в надежде, что может хапнуть щука. В прошлый раз вот здесь вот у Ромки щука оборвала мормышку с красную мормышку Ивана Григорьевича. Вот. Хотелось бы, конечно, эту проказницу поймать. Оп. Активность ушла, да. Не так активно, как было утром. Ну, как говорится, хоть так. Хоть так. Погода просто прелесть, солнышко. Ветер есть, но вокруг деревья стоят, так что нормально, комфортно. Просто прелесть. Это не в морозы рыбачить. Рыба проснулась, базара нет. Это не то, что мы первый раз приезжали.
Так, ну что. Сейчас немного вот эти лунок 20 пройдусь. И потом надо уже ближе к обеду выставлю еще с десяток жерлиц, наверное. Есть еще у меня запас. Потому что живцы есть. Может быть, щучка хапнет. Всяко лучше, чем сумки им быть.